Абхазии уже не первый год активно обсуждают перспективы добычи нефти. Еще в советское время были обнаружены нефтяные месторождения и проводилась геологическая разведка. Вопрос активно стали обсуждать в 2009 году, и уже в 2013 правительством Абхазии был подписан первый договор с российской компанией ООО «РН Шельф» о предоставлении права на геологическое изучение, разведку и добычу нефти. В 2014 году правительством подписан аналогичный договор с компанией ООО «Апсны Ойл». Все это время в обществе бурно обсуждали эту тему, были как сторонники, так и противники проведения таких работ. Но вот импульсом для нового витка полемики в обществе стала информация о том, что правительством продлены лицензионные соглашения для вышеназванных компаний, которые, по некоторым данным, не выполнили взятые на себя обязательства. Здравствуйте! В прямом эфире абхазского телевидения программа «Айзера». Сегодня в студии общественный деятель Алхаз Тхагушев, депутат парламента Республики Абхазия Алмаз Джапуа, директор Института экологии Роман Дбар, экс-министр экономики Республики Абхазия Давид Ирадян, начальник экспертного управления администрации президента Республики Абхазия Аслан Барцыц и министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзин. Добрый вечер, уважаемые гости. Большое спасибо за то, что пришли, нашли время обсудить с нами эту по-настоящему сложную, проблематичную тему. Как я уже говорил выше, правительство продлило лицензионные соглашения, которые позволяют компаниям РН Шельф и Апсны Ойл вести разведывательные работы, и также это соглашение предусматривает добычу нефти. Так вот, мне хочется, чтобы мы с самого начала постарались внести ясность, так как есть информация о том, что эти компании, в частности Апсны Ойл, свои обязательства, оговоренные в этом соглашении, не выполнили. Ну вот вопрос, как так получилось, что, несмотря на вот все, что я сказал выше, если я не ошибаюсь, в марте, поправьте, были продлены эти лицензионные соглашения. Адгур Амирович, я бы хотел попросить вас прокомментировать этот вопрос. Спасибо еще раз, добрый вечер. Ну, на самом деле, мы сейчас будем говорить конкретно про одну компанию или про обе компании, просто чтобы у нас по времени... Давайте мы просто постараемся разобраться, чтобы не быть голословными. Компании, какая-то из них реально не выполнила взятые на себя обязательства? Давайте поговорим. Во-первых, я хотел бы, некую ретроспективу принятия решений, цепочки принятия решений, на основании которых сегодня действуют договорные отношения в виде лицензий. Соответственно, если мы сейчас... У нас в Абхазии есть выданы две лицензии, это две компании. Первая компания — это РН Абхазия. Соответствующее соглашение о сотрудничестве между Министерством экономики Республики Абхазия и открытым акционерным обществом нефтяная компания Роснефть подписано 26 мая 2009 года. Я вот как раз об этом и говорил выше. Соответственно, далее, следующим этапом уже было выпущено правительственное распоряжение номер 18 от 22.04.2013 года о предоставлении ООО «РН Шельф» Абхазии права на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на Гудаузском участке акватории Черного моря. То есть это совмещенная лицензия была выдана на разведку и добычу. Далее подписан в тот же день был договор пользования. Соответственно, распоряжением номер 64 от 17.06.2015 года были внесены изменения, то есть был продлен срок на 2 года, если я не ошибаюсь, геолого-разведочных работ. Соответствующее дополнительное соглашение было подписано уже 30.06.2015 года. Далее, опять же, по этому участку было выпущено распоряжение Кабинета министров номер 69 от 21.12.2017 года, где также были продлены сроки геолого-разведочных работ на этом участке. Соответствующее дополнительное соглашение было подписано 24.01.2018 года. Значит, срок общий 45 лет.
с самого начала, если Да. идти. То есть соглашение об изменении срока было следующего характера: с 5 до 10 лет геолого-разведочной работы, то есть 5 лет истекли, вот еще на 5 лет были продлены условия. Следующая компания, значит, это Апсны-Ойл, ООО «Апсны-Ойл», значит, было подписано соглашение о сотрудничестве в области разведки и добычи углеводородов на территории Республики Абхазия между правительством Республики Абхазия и открытым акционерным обществом «Независимая нефтегазовая компания». Прошу прощения. Это соглашение было подписано 4 декабря 2013 года. Соответственно, в развитии этого соглашения было выпущено распоряжение номер 23 от 16.05.2014 года о предоставлении ООО «Апсны-Ойл» права на геологическое изучение, разведку, добычу и углеводородного сырья. То есть тоже совмещенная лицензия. Договор был в тот же день, 16 мая 2014 года, подписан. Следующее распоряжение уже о продлении, о том, о чем вы говорите, было выпущено за номером 17 от 30 мая уже 2018 года, где были внесены изменения и подписано соответствующее дополнительное соглашение. Здесь также были продлены от 5 до 10 лет вот эти сроки. Вот я хотел вот бы это ваш вся нормативная вывод база. к которому вы ведете, рассказывая о том, когда были подписаны там соглашения, продления и так далее. Главная мысль, которую вы хотите нам таким образом Главная донести? мысль заключается, вывод, это я сейчас просто проконстатировал те документы, нормативные акты, в рамках которого сегодня функционируют эти две компании. Ну вот, возвращаясь к вопросу, о котором я говорил выше, так ли это, что компании, о которых мы говорим, нарушили какие-то там аспекты, обозначенные в договоре, в этих соглашениях? Даже можно по-другому, не то, что нарушили, не выполнили те геолого-разведочные работы, которые должны были выполнить в тот установленный срок, который был изначально заложен. То есть это да. Спасибо. Да, мы услышали ответ. Спасибо, Адгур Амиранович. Давид Акопович, с вашего позволения, хотел бы поговорить с вами. Вы были министром экономики Республики Абхазия на момент подписания соглашения с компанией «Апсны-Ойл». Верно? Да, информации об этой компании, вот мы готовились, было мало. И я думаю, что учитывая, что речь идет на самом деле о национальном и, не побоюсь сказать, судьбоносном для Абхазии решении, да, там, вопросе, мне кажется, очевиден интерес и общества, и журналистов, который связан с компанией «Апсны-Ойл». Скажите, пожалуйста, что это за компания, ведь вы с ней подписывали этот договор. Вокруг нее очень много различной информации. Пожалуйста, внесите ясность. Кто является учредителем этой компании? Конечно. Но дело в том, что Министерство экономики подписывает такие договоры по прямому поручению правительства. Соответственно, было издано распоряжение, которым министерству было поручено подписать договор. Началось сотрудничество с головной организацией, может даже не формально, а по существу это была головная организация, независимая нефтегазовая компания. Правительством еще в декабре 2013 года было заключено соглашение о сотрудничестве. Ну, давайте мы не будем друг Можно друга, я извините, дополню дублировать, вопрос? чтобы мы Просто откуда переходили к взялась сути, компания вопросов много. «Апсны-Ойл»? Вот вы правильно вопрос задаете, и в обществе эти вопросы существуют. Вот Давид Акопович здесь говорил, вот то соглашение Хотел к от этому 4, подвести, да. 4 декабря 2013 года, вот я просто зачитаю, чтобы... Значит, Давайте, коротко. Пункт 2.1 этого соглашения гласит: оператором проекта будет специально созданное российское общество с ограниченной ответственностью «Апсны-Ойл» и его филиал в Республике Абхазия. То есть вот, соответственно, пункт 2.3: во исполнение настоящего соглашения компании в соответствии с законодательством Республики Абхазия будет выдана совмещенная лицензия на право пользования, поиска, разведки и добычи полезных ископаемых. То есть это вот к вопросу о том, почему совмещенная лицензия, это вот вытекает из пункта 2.3. И все же, простите мне мою настойчивость, но все-таки хотелось бы более конкретную информацию о том, что за компания «Апсны-Ойл». Почему именно ННК появилась? То есть в мире есть очень много всяких нефтяных компаний. Почему
интерес был таким, что вот мы именно эту компанию, то есть шел какой-нибудь чиновник абхазский того времени, ему на голову яблоко упало, и он вдруг раз, и у него просветление, типа вот ННК будет у нас. Ну, Это то есть вопрос как, да, вот тоже как вы хотите происходила адресовать? селекция, извините, изначальная. Потом это уже то, о чем говорит Адгур Мирович, это уже последующие действия, Апсне Ойл появилась, то есть как потом нам как бы эту идею продавали, да, под каким соусом. Мне интересно, в принципе, понять, как это блюдо было выбрано, понимаете? Вот этот вопрос тоже интересно было уточнить. Алхаз, я, наверное, все-таки начну Извините. с того, по второму кругу, начну с того, что я здесь присутствую, потому что считаю, что каждый человек, который занимал какую-то публичную должность в этой стране, он должен объяснять свои поступки за то время, которое он совершил, за то время, которое он находился на той или иной должности. Но ключевое слово здесь не только объяснять, но еще и свои поступки. Дело в том, что к вот этому процессу министерство само по себе, я сейчас ни в коем случае не говорю о том, что тут ни при чем, я думаю, что в этом нет никакой необходимости, но если по существу, министерство в переговорах с компанией на тот момент не участвовало. Как, кто и когда вел эти переговоры, я думаю, можно узнать у тех лиц, которые эти переговоры вели. У нас было соглашение, которое было подписано правительством о сотрудничестве. После этого было поручение министерству подготовить лицензионные условия. Вот этим мы занимались, это я могу объяснить, почему и как, когда, какие лицензионные условия. А такие решения о заключении соглашения, о выборе компании, я могу только прокомментировать, но я не могу рассказывать историю о том, откуда они взялись. Да? Ну, тем не менее, компания, это сама организация, независимая нефтегазовая компания, это все-таки не какая-то там вот номинальная существующая компания. В общем, это действительно реально работающая компания. Другое дело... Тоже, извините, у нас очень много вопросов, Да. еще много людей, которые не успели высказаться. Давайте вернемся к вопросу, кто руководители этой компании, где они, как они, ну как бы... То есть мы поняли, что вы ответить на то, почему именно эта компания не можете. Поэтому вот вопрос следующий. Соответственно, почему Да. я это все говорю, Да. соответственно, потому вопроса, там, кто директор на этот момент, я не могу сказать. На тот момент было соглашение, по которому независимая нефтегазовая компания взяла на себя обязательство учредить вот эту компанию Апсне Ойл. Соответственно, у министерства был документ, по которому она работала с этой учрежденной компанией. Давид Нам Акупович, представили спасибо. ее устав. Спасибо. Мы работали над лицензионными условиями за взаимодействие с правительством. Да, большое спасибо. С вашего позволения пойдем к обсуждению дальше. Алмаз Северянович, вопрос к вам. Вы на своей личной странице в Фейсбуке пригласили Давида Ирадяна, Адгура Ардзенбе и Романа Дбар к публичным дебатам в прямом эфире. Приходите и расскажите народу, какое вы вершите благо, а мы попытаемся доказать, что дело обстоит ровно наоборот от того, что вы вещаете, и пусть люди сами рассудят, где правда. Я процитировал... Правильно процитировали. Да, я бы хотел попросить вас прокомментировать, о каких именно высказываниях идет речь, и то есть в чем несоответствие действительности. Ну, я попытаюсь объяснить чуть раньше, откуда это появилось. Это был не пост, это был перепост, значит, эфира передачи «Абазы», где они, внутри этого эфира были все названные лица. Я, честно говоря, так или иначе, мы заочно полемизировали, не находясь в одном пространстве, одного одна позиция, другого другая. Я счел возможным, что если я приглашу коллег, значит, прямым дебатом, в этом случае у нас будет возможность оппонировать, где я, например, совершенно точно для себя субъективно принимаю эту позицию как абсолютно ущербную по отношению своего государства. Вы говорите о соглашении, которое, на ваш взгляд, я не попытаюсь соответствует в ходе интересам. нашего разговора Да. эту позицию... значит, Нет, мы как раз говорим об этом соглашении, пожалуйста, Я считаю все эти выскажите. соглашения абсолютно ущербными, ненужными, наносящими не только вредную угрозу нашему государству. Вот ни больше, ни меньше. Хорошо, тогда вопрос следующий. В том случае, если вот мы все взяли и пришли к тому, что, вот к вашему мнению, да, во что обойдется Абхазии расторжение этих соглашений? Кто может ответить? на Можно этот я вопрос? отвечу? Давайте, пожалуйста. Это бы ни в копеечку не обошлось в случае, если нынешнее руководство страны или там нынешние руководители на разных должностях
учитывая, что компания Апсны-Ойл нарушала и не выполняла условия договора, просто по условиям несовершенных договоров, просто ни одной копейки бы это не стоило. Алмаз Иванович, вот Адгур Амиранович тоже говорил, что эти соглашения подписаны были в 2009 Вы не году. поняли. Объясните, В объясните, этом это году, важно. в 2018, когда Речь о продлевались лицензии, в тот момент, когда продлевали лицензии, на основании того, что этой компании на протяжении 5 лет не были проделаны те работы, по которым они взяли на себя обязательства, ничего не нужно было делать. Просто есть не это продлевать дважды договор. ошибка И все. получается. То есть ничего, ни одной копейки бы нам это не стоило. Мне кажется, сознательно было сделано следующее. Люди, даже понимая, что эти люди на протяжении 5 лет палец о палец не ударили для того, чтобы реализовать свои... Вы говорите об Апсны-Ойл. Апсны-Ойл, руководство и компании, которые, я не верю, что это какая-то приличная компания. А вы знаете, кто руководитель Апсны-Ойл? На данный момент руководителем Апсны-Ойл является, насколько я знаю, некая Ашума. Но хочу вам сказать, для меня руководителем Апсны-Ойл является не номинальный коммерческий директор, генеральный директор, а лицо, являющееся учредителем. А вот учредители, вы не поверите, Давид, мы на протяжении 2015 года мы все еще не можем найти главного учредителя и хозяина. Парламент Республики Абхазия и комиссия по этому вопросу не нашла и не смогла пригласить руководителя этих компаний, хозяев этой компании, чтобы они объяснили логику своего поведения. Не смогли. Аслан Чачурбеевич, Можно я у вот вас- один вопрос? Давайте. В случае техногенной катастрофы, которая обязательно, может быть, К этому мы каким обязательно... образом мы этих людей найдем в случае, если парламент 5 лет их ищет, вот любой розлив ненужный, каким образом мы их будем искать? Людей, с которыми вы подписываете договора. Вы об этом могли подумать перед тем, как подписать? Дело в том, что есть разные способы, по которым, не дай бог, конечно, такое случится. Мы надеемся, что этого не произойдет. Это все-таки не такие частые случаи, аварии на нефтяных месторождениях. Не так часто они случались, как может быть кажется. Но дело в том, что есть различные способы компенсации ущерба. В том числе страхование ответственности гражданской за это, в том числе и за счет уставного капитала компании, в том числе и за счет исков к головным организациям. Я соглашусь с тем, что в данном случае не все вопросы отрегулированы, хотя вопрос гражданской ответственности, он в соглашении прописан. Мы Это будем на 6-й говорить... год. На Когда самом деле, мы это будем немного... Можно мне? 6-й Нет, год нет, подписано он соглашение, изначально был. все еще не подписано. Так, не отрегулированный давайте договор. позволим... Подождите, представ- давайте тогда, если я говорю, я Давайте, поясню. Вопрос гражданской ответственности в соглашениях прописан. А страхование имущественной ответственности при проведении поисково-разведочных работ. А человек или там лицо, Соответственно, которое будет нести эту ответственность? Нет, если застрахована гражданская ответственность, то несет ответственность, то есть выплачивает за ущерб деньги страховой компании можно? страховая компания. Какая? Нет, дело в том, что я не знаю, какая Дело в том, что страховая ее компания. существует. Ну, там Подождите. должна выступать страховая Подождите, компания. нет, я в согласен. случае, Речь о правильно том, же? Если мы речь говорим о том, что страховании. было подписано соглашение, в котором этот пункт предусмотрен. Не, ну, Теперь, для того, он чтобы его реализован. действительно реализовать на практике, необходимо этой компании заключить не так уж важно, хотя это тоже вопрос. 6 лет они не которым- могут заключить страховой договор. У нас Резюмировали. вам. Давайте Это не вам, да. это коротко. я просто поясню. Этот пункт был предусмотрен. Я согласен с тем, что этот вопрос требует еще проработки. Потому что, например, даже по компании RN Shelf, у нее есть, конечно, собственные активы, но тем не менее, в случае, не дай бог, опять же, какой-то техногенной катастрофы, их тоже не хватит. А формально предъявить иск головной организации компании Роснефть тоже на основании нынешних вот ситуаций невозможно. Есть также в них пункт про страхование гражданской ответственности. Я считаю здесь, что есть над чем поработать и в плане законодательства. Не важно, что написано в документе. Я согласен с тем, что здесь нужно работать в этом направлении, и в том числе и в закон о недрах, и в закон об охране природы можно внести соответствующие положения, которые будут касаться, допустим, минимального размера страховой суммы, на которую должна быть застрахована гражданская Да, ответственность. спасибо большое, мы услышали. Я хотел бы Я не всё передать сказал, слово но Аслану Чачурбеевичу. Пожалуйста, прокомментируйте. Да, добрый вечер, уважаемые телезрители. На самом деле вопрос, который сегодня обсуждается в студии, вопрос не новый. Вопрос уходит к своими корнями, как здесь было сказано, в 2009 год.
И по сей день остаются многие вопросы, которые на сегодняшний день не имеют, на мой взгляд, ответов. В первую очередь мы видим все и понимали, и помним тот несчастный случай, который произошел в Мексиканском заливе, когда ведущая мировая компания, несмотря на то, что у нее передовые технологии, передовое оборудование, передовые специалисты, произошла техногенная катастрофа, при котором был нанесен серьезнейший ущерб, значит, экологии, людям и так далее и тому подобное. Но надо понимать, что это всемирно признанные компании, они международные, они гигантские. Естественно, в них заложены риски определенные. Эта компания, в принципе, выплатила и огромные штрафы и так далее, и убрала все последствия, вот, что касалось экологии. Теперь, возвращаясь к Абхазии, к нашей реальной действительности. На самом деле, Абхазия является тем уголком, той красотой, которую посещают туристы. То есть сегодня одним из локомотивов нашей экономики является туризм. Сюда приезжают ежегодно миллионы туристов, отдыхают, поправляют здоровье. И подавляющее, я не побоюсь этого слова, семей в Абхазии живут за счет доходов от российских туристов. Поэтому тот риск, который сегодня существует, и те неснятые вопросы, конечно, в обществе вызывают очень справедливые, значит, недопонимания и возмущения. Но если мы не будем время от времени, политизируя этот вопрос, или же делая какую-то выгоду, или какую-то саморекламу, или пиар-акции, а будем заниматься этим вопросом профессионально, без эмоций, так скажем, условно, чтобы, значит, был выработан единый подход всего общества к этому вопросу, вот тогда после этого можно говорить о каких-то подвижках. Что касается, допустим, разведки, то я считаю, что это положительный этап. А вот то, что касается добычи, я считаю, что сегодня страна не готова. И это наше мнение, которое было и в 2009 году, и по большому счету и сегодня оно такое. У меня в связи с этим есть вопрос, Алмаз Северянович, хочу его адресовать вам. Вот наш гость говорил о том, что как бы нужен какой-то подход, да? Если я не ошибаюсь, в 2015 году была создана при парламенте Республики Абхазия специальная комиссия, в ответственность которой входило вот разбирательство во всех этих сложных вопросах. Комиссию возглавляли вы, правильно? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, были результаты работы этой комиссии? Вот была целая комиссия при парламенте Республики Абхазия, и в результате спустя 4 года мы сталкиваемся с тем, что мы все равно не можем ответить на какие-то ключевые вопросы. Как так получилось? Извините за такой вопрос. Нет, Речь идет о я том, что очень комиссия рад. не справилась со своей работой. Нет, спасибо большое за вопрос. Я могу как раз его и хотел конкретизировать. Хочу вам сказать, что активно представители власти, значит, практически через слово говорят политизировать выборы, значит, собственные бонусы, там, политические, все остальное. Но это я уже слышал раз 100. Это говорят представители той власти, которые, будучи в оппозиции, к 2013-2014 году митинги делали на тему нефти, где руководители тогдашней оппозиции, а нынешние руководители государства, они с пеной у рта доказывали людям, что нам не нужна нефть. В этот период выборов, период вот этих 2014 года, сегодня, оказывается, я в том числе, глубоко убежденный, что все это правда, ходил на эти митинги, поверьте мне, и отстаивал ту же позицию, ровно как и сейчас, ту же самую позицию. Поверьте мне, сейчас люди, которые, значит, в тот момент у нас было общее мнение, сейчас они убеждают нас, что, оказывается, это вот политизированный вопрос, надо там бонусы кто-то получает. Что касается работы самой комиссии, так или иначе, власть, которая там в тот момент, значит, претенденты на власть, уже покажавшие власти, не собирались прерывать договора. Как вы понимаете, и мы озабочены тоже к разговору о том, к выборам, политические бонусы в 2015 году. Как только я там, через полгода, как я стал депутатом, мы достаточно собрали документов, я поставил вопрос о введении закона моратория на 20 лет на добычу. Потому что
уровень коррупции в нашей стране, уровень того, как исполняются законы, мне вообще оставляют, я не знаю, никакого шанса не оставляют на то, что мы хоть что-то сделаем правильно и хорошо. Не говоря уже о том, чтобы нефть добывать под контролем, качество, все остальное. Была создана комиссия в результате вот этого активного обсуждения. Значит, результатом этой комиссии, вот, кстати, все документы у меня есть, я могу вам даже процитировать. Одним из, прямо в этом постановлении, по которому создается комиссия, правительству Республики Абхазия было рекомендовано парламентом приостановить вообще в части лицензии договора. Правительство Абхазии и вообще власть, исполнительная власть считала ненужным обращать внимание на постановление и вообще не среагировала на эту часть. Однако сам парламент, создав комиссию, долго не работал над вопросом. Во-первых, город документов. Вот сейчас, я не знаю, все представители власти, которые приходят, они якобы мы плохо знаем вопрос, мы что-то знаем, что-то не знаем. Мы собрали практически все. Мало того, будет создан отчет. Тогда зачем опять создавать комиссию, Отчет, которая, я по-моему, вам на сейчас скажу, в общественной чем было палате дело. говорит? Отчет подготовлен был, он, к сожалению, к концу работы, мы не успели его утвердить, сам отчет. И сейчас, когда возникло новое обсуждение, я уже там состав коллег поменялся, следующего состава, я с самого начала предложил, давайте утвердим, хотите, значит, но сами результаты работы этой комиссии, на что коллеги сказали, что мы должны сперва ознакомиться, изучить уже новый состав депутатов. И прямо сейчас стоит вопрос о том, что с этим делать, то есть с этими документами, депутаты изучают, занимаются. Но хочу вам сказать, в ходе разговора я могу вам много вещей здесь показать, там, где вот то, что мы слышим с экранов телевизора от исполнительной власти, например, в частности, я могу вам сказать, что разговор постоянный. Мы вашу позицию активно слышим с Нет, экрана постоянные телевизора. разговоры относительно того, что мы не знаем, что там у нас, есть ли у нас нефть, нет у нас нефти, об бакумских скважинах. Постоянно я слышал от вас, всех коллег, разговор о том, где это неизвестно, что это неизвестно. Мы там будем закрывать эти буровые скважины. Я вас хочу поставить в курс, если вы не в курсе. Значит, еще предвоенный период, вот эти скважины, вы, очевидно, можете об этом знать, но я от вас этого почему-то не услышал, Роман Саидович. Они еще были, предвоенный период, и вот эти разведочные скважины, они еще до войны, они были законсервированы не в 70 каком-то там году, а в 89 году. Мало того, до 89 года она действительно разведочная, не промышленная скважина. Нефть там добывалась, и она переводилась в Восточную Грузию, и там ее перерабатывали. В 1989 году было принято решение, что нынешняя вот эта третья скважина, которая находится, было принято решение, так как она находится в десятки метров от воды, от реки Укум, что это слишком опасно в такой близости, было определено новое место в 700 метрах от того. Вот в данном Простите, случае. мы чуть-чуть уходим. Нет, мы к это этому, будет вам интересно. Мы обязательно к этому вернемся. И- Вы этим хотите сказать, что... Саид, я вас очень прошу, можно я это буквально 2 Давайте, минуты? да, 2 Было минуты. принято решение о переносе этой скважины на 700 метров ниже от реки, где там установили вышку и начали производить бурение. Эта скважина была законсервирована как фонтанной арматурой. Уже после войны эта вышка была демонтирована и продана на металл уже после военный период. Теперь самое главное. В 1996 году есть постановление Кабинета министров о создании, знаете чего, за подписью Гагулия, о создании экспериментального участка ДПУС по добыче, переработке углеводородного сырья. Постановление правительства при геологии. В этом же 1996 году выделено полгектара земли на территории нефтебазы в Очимчире, где на протяжении года построилась нефтебаза, перерабатывающая, значит, где нефтебаза с переработкой 50 тонн. Об этом, значит, тогдашний премьер-министр Аузган ездил туда, значит, показывал телевидению, там, и все остальное. Еще вам скажу, в отношении тех материалов, которые вы, очевидно, господа, я не знаю, почему вы их не знаете. Значит, первый президент нашей страны, перед тем, как вообще законсервировать вопрос, значит, группу отсюда пригласил, значит, был такой академик геолога минералогических наук Лев Морозов. Может, вы об этом не знаете. И заказали работу относительно резервов наших, какие они здесь. И чуть позже
академика Льва Морозова совместно с его институтом был трехтомный целый документ, который оценки нефтегазоносности Абхазии в 3 томах, господа, если вы об этом не знаете. И сегодня, когда вы рассказываете о том, что мы не знаем, что там, есть ли там нефть, нет ли там нефти, мне кажется, это как минимум от представителей власти, это лукавство как минимум. Понимаете? Что нефти там нет, а вот когда она там найдется, мы потом посмотрим, можно ли добывать. О чем вы говорите, господа? Если есть постановление Кабинета министров, если есть нефтебаза Вачимчиров, если есть труды академика Морозова, о чем вы говорите? С вашего позволения вопрос хотел бы, продолжая ваше высказывание, адресовать вопрос Роману Саидовичу. Роман Саидович, в некоторых своих интервью вы говорили о том, что в принципе мы пока еще не знаем, есть ли у нас в Абхазии залежи нефти, уточню, промышленных масштабов. Прокомментируйте, пожалуйста, высказывание депутата парламента и вот в связи с этим. Ну, я, наверное, начну с того, что это очень похвально, что в нашем обществе существует такая высокая социальная активность при обсуждении подобного рода вопросов. И здесь и подключилась и молодежь, и мы видим, с какой активностью, так сказать, и в социальных сетях этот вопрос обсуждается. Но прежде чем вот сформулировать вопрос, нужно ли нам добывать нефть или не нужно добывать нефть, вообще-то нужно ответить на вопрос, есть ли она. И Ну вот Алхаз Северянович утверждает, что она есть. Это не я утверждаю. Ну, в смысле, да, это вот есть такое, Ну, вот значит, с отсутствием паспорта там, на конкретное там, Акумское, так сказать, Акумскую скважину, значит, представление о том, что некое количество жидкости, смешанное с нефтепродуктами, вытекает в объеме приблизительно около 14 кубометров из этой скважины с приблизительно 20% выходом. Это все приблизительные вещи. Значит, сейчас мы разбираемся. я вас уверяю, если, значит, Институт экологии, прежде я был руководителем экологического ведомства, и когда готовились эти документы, я тоже участвовал в редакции, подготовке экологической части, значит, этих документов. И естественно, что обязательным элементом всех этих соглашений была особая, значит, статья о том, что это экологически чувствительный регион, и применение всех технологий, связанных с поиском, разведкой, бурением, должны быть применены самые высокие стандарты. И главное, что компании, которые подписывали эти соглашения, они принимали эту позицию, потому что ни у кого никогда и не могло возникнуть особого ощущения того, что это не особо чувствительный регион. Что же касается вообще поиска нефти в Абхазии, ну, она после Великой Отечественной войны велась до самого последнего момента, пока Советский Союз не прекратил свое существование. Естественно, что за это время накопилось гигантское количество материалов, связанных с, значит, поиском, геологической интерпретацией на суше, на море, но при этом, значит, до сегодняшнего дня, уверяю вас, нет ни одной живой души, которая могла бы точно сказать, чем мы сегодня располагаем. И поэтому на современной основе, с современными технологическими приемами предполагается получить знания о состоянии нашей природной среды. Мало того, значит, вот огромное количество скважин, которые были пробурены. Вот мы едем, видим фонтаны горячей воды. Это все поисковые нефтяные скважины. Но ни по одному из этих скважин у нас нет точных паспортных данных. И возникает естественный вопрос. Мы живем в этой стране. У нас вот этот огромный цивилизационный пласт, который был связан с поиском нефти, бурением, интерпретацией геологии, отсутствует в стране. Но это нормальное явление, чтобы не было учреждения в стране, которое располагало бы всеми этими данными. Поэтому, когда идет речь в этом процессе, я сегодня руковожу Институтом экологии. Каждый день, значит, ко мне обращаются люди. Сегодня меня видят по телевидению, я могу точно сказать, они меня слышат, что каждый день
или звонят, или приходят, чтобы получить консультации по тому или иному вопросу, связанными с ресурсами, с экологическими вопросами. И для того, чтобы отвечать, вот в институте должно существовать не просто экспертное сообщество, они должны располагать объемом материалов, которые собраны по всей стране, касающиеся всех вопросов, связанных с природной средой. Спасибо большое, Роман Да, Саидович. одна Да, вот маленькая я... ремарка. Одна маленькая Да, ремарка. пожалуйста. Мы опять говорим о том, что у нас неизвестно какие запасы. В этот же момент, я вам только что назвал за подписью академика Морозова, оценка газоносности Абхазии, в 3 томах документ был, на основании которого правительство Республики Абхазия заключило договора с Краснодар-нефтегаз, компанией по разработке этих скважин и по переработке этой нефти. А мы опять разговариваем. Там, я извиняюсь, объемы были указаны. В том числе объемы, качество, конечно, залежи на конечно. глубине. То есть речь идет о том, что у нас есть залежи промышленных Вы не масштабов. поверите, и в этом точно процессе это? принимали участие 2 десятка, 3 десятка человек живых людей, где за гранью, если вы не знакомы, когда вы вернетесь на работу, откройте свои документы, вы найдете документы там. Живые люди, с которыми комиссия встречалась. Алмаз Северянович, в любом случае, Всё. кому верить и какую позицию выбирать, выбор мы предоставляем нашим телезрителям. Конечно. Важно, что у нас на площадке Абхазского телевидения в прямом эфире прозвучали вот и в этом контексте тоже 2 разных мнения. Вот, Роман Саидович, вы говорили о том, что и все говорят о том, что в первую очередь важно заботиться об экологии нашей страны, и это очевидно. Но вот очевидно и следующее, что вот, например, страны Черноморского бассейна, кстати, большая часть из которых тоже туристические, они нефть добывают. Скажите, пожалуйста, кстати, вот поправьте, если я ошибаюсь, если вдруг, не дай бог, катастрофа произойдет там, это же как-то коснется и нас. И это один вопрос, и меня очень интересует следующий вопрос. Вообще, есть мировая практика, есть мировой опыт. Есть очень много стран, которые разбогатели, добывая нефть. Назовите мне страну, которая отказалась от добычи нефти, имея залежи промышленного масштаба. Вот попрошу вас, Алхас Александрович, включиться в беседу. Вы активно реагируете, пожалуйста. Ну, я, может быть, с другого конца зайду, извините, конечно. Вы говорите, вы уже как-то выстраиваете дальнейший какой-то ряд. Я хочу сказать, что в отличие от счастливых зрителей абхазского телевидения, которым вы даете право выбора, да, право выбора у граждан Абхазии принимать участие вот в этой судьбоносной, да, теме и решать им, добывать нефть, не добывать нефть. Вот все, что вы говорите, да, это все, я считаю, должно решать наше общество. В данном случае, когда я пробрасывал этот вопрос о том, откуда появилась ННК, это я не Давиду пробрасывал. Я понимаю, что не Давид выбирал это. Я понимаю, что некое политическое решение принималось. Вопрос заключается только в том, каким образом эти политические решения по первому и по второму соглашению, и теперь уже новой вот этой нынешней властью по пролонгации этих соглашений принимаются. Они принимаются в обход нашего с вами, вот вас, меня, любого другого гражданина Абхазии. Я сюда не пришел общаться с уважаемыми гостями, да, людьми, которых я знаю прекрасно всех, уважаю, с позиции того, что я противник добычи нефти. Хотя я считаю, что сегодня, мое личное мнение, да, что сегодня нельзя категорически в этих условиях, на вот этих вот основаниях нельзя добывать. Но я не с этой позиции сюда пришел, хочу уточнить. Потому что, да, моя позиция заключается в том, чтобы нашему обществу дали шанс решать. Этого шанса нас лишили, понимаете? Мы сейчас заходим в дебри, начинаем, там много чего интересного можно разобрать, мы можем спорить по поводу того, что Роман Саидович, он кто, эколог или нефтяной лоббист и так далее, то есть и все остальные вещи, понимаете? Там куча всяких, там это слоеный пирог, то есть мы запутались уже во всех этих фактах, аргументах и так далее. Меня интересует один базовый вопрос, понимаете? Люди, которые живут в Абхазии, они кто? Они приложение к чему?
То есть Но вот мы все разве- граждане Абхазии. Я понял вашу мы позицию. сами, да, что? Да. Вот у меня встречный вопрос к вам. Разве итоговое решение не принимает законодательный орган? Я в лице извиняюсь, наших конечно, парламентариев, но- И в этом которые случае. выбирают, Извините, я тогда вам наше поясню, общество. что я думаю, понимаете? Здесь как бы есть определенная обманка. То есть под эти соглашения, фактически под эти соглашения был принят ущербный закон о недрах, который Это в позволяет... 2009 году. Нет, Ну, позже, да, позже. в том числе. Позже или Не, я раньше? извиняюсь, Нет, если закон можно, я очень внимательно слушал Да. всех тоже, не перебивал. Если позволите, я свою скромную мысль договорю, а вы потом уже будете оппонировать. Да? Поэтому я хочу сказать следующее, понимаете, такие вещи, да, должны решать всем обществом. То, о чем говорил уже уважаемый Аслан, я соглашусь в той части, которая касается того, что это все должно обсуждаться, но это все должно было обсуждаться до подписания соглашений, понимаете, в чем дело. А что, Так уже делается. поезд уже ушел, все пропало? Я извиняюсь, должны- мы приняли, мы фактически уже соглашение подписали, мы фактически всей страной уже взяли обязательства. Конечно, поезд уже, Аслан, далеко, он уже давно гудит, понимаешь? И эти гудки уже доносятся таким эхом очень тревожным То есть до нашего мы ничего общества. не можем Не, сделать, мы по-вашему? можем, я надеюсь, что мы можем, Ну понимаешь, вот, что мы вот с о тобой, том и как речь. граждане этой страны, я поэтому и хочу, чтобы мы обсуждали, как вернуть право выбора гражданам Абхазии, Совершенно понимаете? верно. Как это сделать? А я считаю, это можно сделать единственным способом. То, о чем, кстати, спасибо большое Давиду, он сказал. Мы можем и должны вносить в эти ущербные законы соответствующие изменения, которые обяжут и первую, и вторую компанию соответствующие вещи туда вносить. Совершенно верно. Например, понимаете? Но, извините меня, когда мы сегодня обреченным образом, как обреченные зайчики на заклание, говорим о том, что вот, ну что делать, у нас обязательства. То есть я понимаю, что у нас есть какие-то уже обязательства перед людьми. Но если что-то, понимаете, делалось совершенно жульническим образом, какими-то людьми, да, то, соответственно, мы имеем право поправить эти вещи. То есть вы говорите о том, что изначально Я он таким говорю, образом да, был я говорю о том, подписан что, жульническим, понимаете, да? я говорю о том, что жульнический путь, воровской, вот такой, понимаете, вор крадется, он делает все для того, чтобы мы не знали. Вы знаете, каким образом в 2013 году, например, я добивался, чтобы узнать, там, скажем, тогда фигурировал господин Эшба, да, чтобы мы добивались, чтобы узнать, как вот эти вещи, о которых вот сегодня здесь тоже Алмаз там говорил, чтобы мы вообще выяснили, какие фирмы подвязаны под это дело. Это все было закрыто, это все не давалось, и мы вот таким каком году, образом... простите? В 2013 году я был членом общественной палаты, и мы вот эти слушания еще тогда устраивали. Вопрос заключается в следующем, что граждане Абхазии, я лично считаю, что я не могу сказать, что сегодня, например, человек, который за добычу нефти, мой враг, или его позиция плохая и неправильная, а моя хорошая и правильная. Я не исхожу из таких позиций, честно говоря. То есть у меня есть позиция, но я уважаю другое мнение. Например, я там вчера слушал там Надежду Венедиктову, да, она сказала, там, я скорее всего склоняюсь к тому, что вот нужно добывать нефть. Понимаете, это нормальная ситуация. В стране люди должны по-разному мыслить. Вопрос только в том, как мы к общему знаменателю приходим. То есть но мы сейчас обсуждаем уже подписанные соглашения. И я считаю, что это уже ущербная ситуация, понимаете, она уже неправильная. Мы должны отыграть. Во-первых, что касается двух соглашений, о которых мы говорим, да, одно соглашение, там имеет смысл о чем-то говорить, понимаете, Роснефть это не идеальная далеко компания. Я Давиду должен сказать, что огромное количество есть фактов розлива нефти и так далее, и так далее. Роснефть, конечно, это большая компания, но она не идеальна. Извините, Роман Саидович, не идеальна она. Вы нам рассказывали, что она идеальная, и у нее нет никаких проблем. Есть проблемы. Но что касается второго соглашения, Апсны Ойл, это реальные рога и копыта. Понимаете, это реально, извините, может быть, там уличным жаргоном я скажу, это реальный развод. Понимаете? Вот нельзя подходить с наперсточником, начинать играть, потому что вы будете в дураках. Мы вашу позицию И вот услышали. эта ситуация, она усугубляется тем, что нашему обществу навязывается мнение, что мы ничего не можем изменить. И нынешняя власть в лице нынешнего президента, да, тайно, должен заметить вам, тайно пролонгирует это соглашение. И задаю я вопрос, Аслан, тебе, кстати, адресую, может быть, ты как однопартиец нашего нынешнего президента спросишь у него,
человека, который клялся, божился и вспоминал Владислава Великого, который был против добычи нефти, что же там случилось такое? Почему он вдруг изменил ситуацию и даже не удосужился нам сказать, даже не удосужился нам объяснить? Мы вообще узнаем об этом, понимаете, просто Ну, случайно. мы уже повторяем Вы мысль, знаете вы это, да? задали вопрос. Я должен объяснить. добавить, не говоря уже об обывателях, парламент этой страны, узнал о пролонгации в декабре месяце, через 9 месяцев. И то знаете как, совершенно случайно я наткнулся Да. в консультанте на документ. Мы поняли, вы об этом Это говорили. про тайну. Давайте позволим ответить на вопрос. Значит, спасибо за вопрос. Я так отвечу на этот вопрос. Мы имеем достаточно большой политический опыт. Я позволю присутствующим товарищам и телезрителям напомнить вот какой эпизод. Когда, значит, в стране был разговор за железнодорожный кредит, по которому, значит, там бизнес-проект осуществлялся и так далее, и так далее. И в результате на сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда у нас по железной дороге она фактически не соответствует тем параметрам, которые были заявлены. И более того, наше государство выплачивает огромные деньги в счет покрытия вот этого железнодорожного кредита. Я еще раз повторяю свою мысль о том, что на самом деле Абхазия еще с советских времен была, значит, экономика ее была так сориентирована, что в первую очередь здесь речь шла и сегодня идет речь о курортах. Естественно, при ситуации, когда общество есть угроза остаться у разбитого корыта, да, когда ни курортов тебе, ни нефти тебе и ни ответственного за то, что произошло, нет. Такого допустить, конечно, невозможно. И здесь у меня тоже много вопросов. Я с большим уважением отношусь к нашему экологу, считаю, что это человек достойный на сегодняшний день, и к его мнению надо прислушиваться. И здесь для меня важно вот заключение специалистов в этой области. Второй момент, который очень серьезно настораживает сегодня, значит, если возникает, вот как сейчас, допустим, возникает спорный момент, то стороны, где и в какой суд они обращаются. То есть мы, как государство частично признанное, естественно, мы не можем обращаться в какие-то международные суды и так далее, отстаивать свои права, если произошел какой-то спорный вопрос или если произошла, не дай бог, экологическая катастрофа. То есть здесь тоже вопросы есть. Дальше. Строгое обязательство, значит, подписантов в выполнении, значит, своих подписанных обязательств. Здесь тоже очень много вопросов возникает. И от ответственности каждого, кто сегодня имеет право подписи, скажем так, подписывать вот эти очень важные для всей Абхазии, для всего его народа документы, они должны 10 раз подумать. Как бы, знаете, извините, два слова на абхазском. Это очень серьезная проблема. И абсолютно верно, что, еще раз подчеркиваю, даже если были какие-то договора подписаны и так далее, если мы видим, что в каких-то пунктах мы допускаем, значит, неправильно какие-то вещи, тогда надо садиться. Я еще раз повторяю, в рабочем режиме, значит, с привлечением профессионала, трезво, профессионально и системно мы должны подойти к этому вопросу, чтобы взвесить все за и против. И я думаю, что вот такой подход как раз и будет разряжать в обществе вот
то недоверие, которое существует к обществу, к власти и к тем значит, вещам, которые сегодня значит, имеют место быть в Абхазии. Это очень важно делать, и другого иного пути я просто не вижу. А, как говорится, выступать стенка на стенку, и кто больше горлом возьмет, это неправильный подход. Аслан, одно но. Знаешь, ты так рассуждаешь, как будто бы соглашений нет, как будто бы они уже не реализуются, как будто бы уже не ведутся Я работы. говорю еще раз, Не-не, Алхаз, просто эти имею в виду, соглашения просто есть, здесь с ними момент надо такой работать. есть. Не-не, они соглашения-то есть реальная работа, понимаете? Есть люди, которые завозят материалы, проводят уже работу какую-то, а мы сейчас рассуждаем Алхаз, таким дорогой, образом, что мы будем что-то Алхаз, спокойно, дорогой, тихо обсуждать. мы находимся на Понимаете? государственном Здесь должно телевидении, и быть, каждый из нас безусловно, на свободно государственном, выражает да, свое мнение. да. Никто никого не затыкает, никто никого не Аслан, принуждает. я извиняюсь. Ваша гражданская Ты позиция сказал слышно свое всегда. мнение, я же Понимаете, как? могу отреагировать. Да, вот, например, конечно. ты говоришь о том, что там мы должны разбираться. Но о чем разбираться, если ни одна компания, ни одна страховая компания не будет работать с Absne Oil? Понимаете, это совершенно очевидно. То есть, кто будет покрывать эти риски? То есть, эти вещи, понимаете, они уже сейчас заложены. Эти мины, они уже активированы. Мы не говорим о том, что это завтра может произойти. Это уже все работает, понимаете? И если мы сегодня не будем говорить об этом как о чрезвычайной ситуации, а будем говорить как об отложенной, мы будем год обсуждать, мы год будем Секундочку. обсуждать, они будут уже нефть добывать. Понимаете, в чем Алхаз, дело? секундочку. Вот о чем речь. Моя позиция Поэтому, заключается я же сегодня в уточняю, том, Аслан, что ты при не воспринимай как существующих мой выпад условиях, тебя, при существующих понимаешь? условиях Да. так работать нельзя. Ну и Это все. однозначно. Поэтому, Адгур поэтому мы Амирович, я бы должны, хотел да, попросить, как-то Яков. Разговор двух афонцев, третий афонский вмешается. без разговора. Да. Ну, вы знаете, не в укор никому, очень много правильных вещей сегодня прозвучало здесь. С большинством из них я абсолютно согласен. И в обществе звучат, и вот присоединюсь к Роману Саидовичу о том, что это очень хорошо, что наше общество очень активно и живо обсуждает злободневные вопросы, участвует. Это, во всяком случае, гарантия того, что не будет что-то очень плохое сделано, и это обнадеживает, с одной стороны. С другой стороны, вот я за все эти годы работы увидел некоторые вещи, которые меня тоже не очень радуют. Я скажу, о чем я говорю. Вот если Алмаз Северянович создал комиссию, он работал, действительно, вот он показывает материалы. Это не все. Это не все, значит. Алхаз Александрович говорит, что с 2015 года там занимается наверняка тоже много. А есть много просто досужих разговоров на разные правильные темы, которые абсолютно неконструктивны, не дают никакого результата. Более того, уводят нас иногда даже заведомо в разные плоскости, которые не очень для нас всех полезны. И извините меня, но вот даже вчера в общественной палате, может, я там не прав, ну, кто-то там говорит, что там громко говорит, но ну, я театральный вуз не заканчивал, я свои эмоции не могу сказать, когда я вижу неприкрытый, откровенный популизм, ну, я как бы вот так реагирую. Ну, сапсу, сатамаз, я извиняюсь. Но, если вернуться к сути, вот тезис о том, что нельзя ничего изменить неправильный. Объясню почему. Потому что данные соглашения, которые сегодня подписаны, договора, эти договора основаны на действующем законодательстве. Соответственно, если мы в рамках уже действующей или вновь создаваемой в парламенте комиссии придем к общему мнению, опять же, отодвинув в сторону все вот эти вот ненужные разговоры, профессионально подойдем к этому вопросу, я думаю, что мы в действующее законодательство сможем внести определенного рода поправки, которые позволят, может, ну, не к идеальной какой-то ситуации подвести, но к минимизации определенных рисков. Это возможно. Более того, опять же, я не эколог. В части экологических последствий, страхования рисков экологических катастроф, ну, как бы немножко не мой вопрос. Я скажу с точки зрения экономической составляющей, по тем ставкам, которые сегодня утверждены законодательством, и иным. Вот, допустим, у нас в 2015 году Министерством экономики, это мало кто знает, кстати,
12, прошу прощения, вот я даже принес закон, вот, мы внесли изменения от 2 декабря 2015 года в закон об инвестиционной деятельности, исключив оттуда из соответствующей статьи 2 пункт, который подразумевал, что в отношении приоритетных инвестиционных проектов в сфере поиска, разведки и добычи полезных ископаемых преференции, предусмотренные главами 9.11 настоящего закона, предоставляются на весь срок окупаемости. Что это было? Расскажу. Значит, в отношении этих проектов по добыче нефти, по тому законодательству, которое действовало на тот момент, льготы могли предоставляться не на ограниченный период. То есть, если на 45 лет компания имеет лицензию, период окупаемости, они бы, в принципе, не платили бы налог на прибыль и налог на имущество. Мы вот посчитали, что это не очень справедливо, и убрали этот пункт, и приравняли, значит, условия ко всем остальным проектам. То есть это маленький шаг, но это тоже шаг. Давайте вместе сядем и будем, кстати, по закону о недрах, эти изменения, о которых вот Алхас Александрович, я вас тогда перебил, извиняюсь, они были действительно, закон сам 2004 года, но изменения, о которых вы говорите, они были, значит, в мае 2014 года, в начале внесены эти изменения. Никто, ничто нам не мешает внести другие изменения, которые позволят нам уже на основании действующего законодательства уже менять эти соглашения. По поводу, здесь информация скрывается, нет, ну, действительно, отчасти это справедливо, я не буду с этим спорить, но хочу вам сказать, что вот Алмаз Юлианович, наверное, подтвердит, и другие депутаты парламента могут это подтвердить, что, во всяком случае, Министерство экономики, все запросы, которые поступали в рамках работы комиссии и даже в устных... К вам вопросов Не то, что к нам, я нет в сейчас этом не то, что смысле. сейчас себя хочу Да. как-то выделить, просто Это политическое информация решение, мы действительно, понимаем. вся то, что у нас есть, Алмаз Ильич, мы полностью всю информацию, мы то есть, ничего себе не оставили, то есть все, оно, копия у вас есть. Более того, еще, знаете, сегодня это в студии не звучат эти вопросы, но у общества возникают разного рода вопросы, Хасан Александрович, которые, ответы на которые есть во всех этих документах. И вот, допустим, правда ли то, что все добытое там сырье принадлежит там обладателю? Да, правда. В соглашении именно это написано. Более того, это вытекает из действующего законодательства о недрах. То есть и много других вопросов, которые там все это просто, и, насколько я понимаю, уже и в сети эти документы есть. Может каждый почитать. Еще раз говорю, мы, во всяком случае, Министерство экономики, я думаю, что и другие мои коллеги готовы, мы такие же граждане, такие же патриоты, мы здесь хотим жить и не просто, значит, время проводить, а жить и детей своих растить, и внуков, и не хотим ничего плохого для этой страны. И давайте совместными усилиями, еще раз говорю, ничего не поздно, ничего не поздно. Можно вместе поработать, и очень за короткий срок, кстати, опять же, если мы не будем вот раздувать там всю эту работу, а за короткий срок мы можем привлечь. Если я просто немножко еще добавлю, просто много всех говорили, я молчал, вот, чуть. Вот к Роману Саидовичу там есть... Я все равно да, ну, добавлю позволю, чуть. да, но потороплю вас. Да, спасибо. К Роману Саидовичу. Ну, Роман Саидович, я не то, что сейчас адвокат Роман Саидович, это заслуженный эколог, человек, который всю свою жизнь посвятил этому вопросу. Если есть определенное, допустим, недоверие к мнению этого человека, давайте найдем там какого-то другого, это академика Морозова. Живой этот академик Морозов? Я не Нет? про это. Я все время пытаюсь найти от госорганов официального представителя госструктуры, да, экологической. Кстати, по поводу экологических, вот Саид, я немножко позволю покритиковать тоже. Великий Можно? канал. Надо было пригласить профильный каждом комитет, эфире. и геологов надо. Отвечу на вашу пригласить. критику. Да. Тема, Простите. позволите, да, отвечу на вашу критику и скажу, что очевидно, что тема настолько глобальная и одного эфира недостаточно. И мы Совершенно верно. обязательно, я еще раз хочу это повторить, обязательно встретимся в студии здесь, где мы, правда, говорим честно и откровенно, максимально стараясь донести до телезрителя очень важные вещи. Адгур Амирович, спасибо за ваш ответ. И все же, вот я как гражданин Республики Абхазия, который тоже всю жизнь... Да, сейчас я вот все-таки хочу услышать ответ на свой вопрос.
хочу жить в развитой стране с прекрасным образованием, здравоохранением. И вот в связи с этим, ну, конечно, в душе есть вот эти вот, может быть, они там такие безоблачные надежды на то, что это вот панацея от всех наших проблем, я Это имею в мой виду любимый добычу вопрос. нефти. Я продолжу свой вопрос. И в этом контексте я хочу спросить следующее. Ну вот повторяюсь, есть же мировая практика. Мы знаем ни одну, ни две, ни три страны, которые за кратчайший период просто, ну, реально вышли совершенно на новый уровень, космический, можно сказать. Есть ли каких страны, странах вы которые говорите? отказались... Норвегия, например. Вот по Норвегии у меня есть материал. я всё-таки- шикарный. Академик Позволю себе продолжить вопрос и спросить, скажите, пожалуйста, есть ли страны, которые отказались от добычи нефти, имея промышленные масштабы? И в чем вопрос? Ну, в смысле, как так? Ну, мы ж Это вопрос к кому, Саид? рассчитываем. Извините, Я Кто просто вот два слова добавлю. Вопрос ко Я, в всем? общем, очень согласен с тем, что говорил Адгур. И то, что касается этих, вот, того, что мы должны войти в некий процесс и все это поправить, с одним дополнением небольшим. Имея в виду, что процесс уже идет, промышленно уже что-то делается, должно быть принято, чтобы мы спокойно обсуждали, друг друга не подозревали ни в чем, да, там, вот могли конструктивно за короткий период решить эти вопросы. Нужно взять и сказать сейчас стоп, все, стоп, понимаете, чтобы никто не напрягался. И это, я думаю, что нужно сделать очень быстро. И тогда мы можем конструктивно обсуждать. И тогда давайте проведем 150 эфиров здесь, еще где-то, и конференции, и Морозова пригласим, может быть, еще кого-то, Морозова ради уже бога. не пригласим, Но когда по-моему. мы здесь будем что-то обсуждать с Адгуром, мы друг друга поймем всегда, но при этом параллельно будет уже добываться нефть. Я не знаю, в чем смысл тогда. То есть вот если так, то да. это Если поняли. так, то да. Понимаете, Да. должно быть принято политическое быстрое решение. И все, мы войдем в процесс, в который мы изначально должны были войти. И граждане Абхазии вдруг станут... Алхаз да. Александрович, вы меня Всё, обижаете, извините. два раза Да. не даете мне Всё, извините. услышать Да. ответ на вопрос, Ответ который можно? Ну, меня можно? очень беспокоит. Хотите, и я вам очень отвечу многих на этот граждан. вопрос? Вот, Есть один полюс, например, это Норвегия, но мы не норвежцы. Понимаете, в Норвегии Мы нет коррупции абхазцы. и так далее. Но мы абхазцы. И хотелось бы это сказать вот так, что мы абхазцы. Я вот именно мы так и побороли сказал это коррупцию. сейчас. У нас, ну, к сожалению, я должен сказать, что мы абхазцы, да, у нас много проблем. С вами не Нам соглашусь, есть, позвольте. нам есть чем гордиться, но вы знаете, есть такие страны, да, о которых вы говорите. Вы постоянно говорите нам, что нужно нам примеры. Примеры есть. Они, Нет, я они не сказал, налицо. что нам я нужно. просто, Я просто я хочу просто вам узнать- хочу сказать, что есть Нигерия и есть Норвегия. Это два полюса, понимаете? Самое лучшее и самое Да. плохое. Алхаз Мы Александрович, не самое лучшее и не самое Аслан, плохое. Но единственное, вам извините, слово? просто я два слова еще Нет, скажу. ну вы Два слова. не даете Два мне слова. сказать Я всё извиняюсь, никак. но понимаете, Пускай когда Алхаз скажет. когда у нас Да, люди если говорят можно. о Катаре, о Саудовской Аравии, понимаете, есть одна маленькая обманка. У людей пустыня под ногами, понимаете, и они выкачивают тонны нефти, мегатонны этой нефти, чтобы создать маленький оазис, понимаете? А страны Я Черноморского извиняюсь, бассейна, которые тоже Страны Черноморского туристические. бассейна, я извиняюсь, договорю мысль. Я вот в понимаете, продолжение вашей хотим, мысли. мы, имея от Бога оазис, да, всю нашу землю, мы хотим сделать что? Превратить это в пустыню, наоборот, это неправильный процесс. Что касается стран Черноморского бассейна, это все очень точечно. То есть вы мне покажите такие страны, которые в промышленных объемах, как вы говорите, нет на Черном море таких стран. Их просто не существует. Но они, по крайней Их мере, не ведут существует. геологические Но то, о чем вы разведывательные говорите, работы. это Давайте послушаем пример, о вашем пример, который позволяет, например, стране действительно добыть столько нефти, как Норвегия. Такого близко нет на Черном море. Алхаз Это неправда. Александрович, я вот все Спасибо. ближе, ближе Всё, к вам всё. иду. Спасибо, я Да, сказал все. Ну, Можно ваше мнение? опять же, по поводу того, вот предыдущий спикер сказал, что он уверен, что такого объема нефти нет, и мы не можем ни в коем разе сравнивать опыт, значит, опираться на опыт норвежцев, или же мне ближе опыт саудитов. Почему? Потому что Норвегия холодная страна, там народ немножко медленный, а вот саудиты ментально, мне кажется, больше похожи на абхазцев, на жителей Абхазии. И мечта каждого, и, наверное, тайная мечта каждого, я сейчас буду
значит, так это, домысливать может немножко, пускай никто не обижается, ничего не делать, но при этом быть очень богатыми и очень значимыми в этом мире, ну, чего бы нет, почему бы и нет. Это, Мне нравится моя как, работа, просто ну, и нормально, готов нормально, делать да. её, делать. Но и при этом, допустим, чтобы на счет вашего ребенка, родившегося, упало там 10, 15, 50 Я об тысяч этом и долларов, говорю с самого начала. да, и вдруг появляются широкие возможности и так далее. Ну, помечтать можно, уважаемый Алхаз. Кипрский офшор. Да, который помечтать нам можно, но Ну, если здорово. при этом найдутся 5-10 жуликов, которые все эти денежки успешно уведут в какие-то офшоры, и мы Сегодня опять схема ровно останемся, такая же. опять Эти жулики останемся. такая имеются же в схема. наличии. Надо Вы вот- сели играть имена, в карты с кстати. жульем. Вот если уже. есть Да, такие да. жулики, Уже и мы за их столом знаем, с жульем, и да. знаем, что у них офшоры есть, Есть. Уже вот есть. давайте Артур Амиранович назовем их попросил имена в назвать эфире их в имена. прямом. Следствию. В Генеральной прокуратуре следствию. Ну, давайте, Очевидно. давайте Этим все закончится. Генеральная прокуратура и Мы, кстати, следствие написали. пускай разберется. заявление Если об этом. таковые жульнические махинации, схемы уже начали работать, то эти люди Заявление должны быть написали. выявлены и должны быть По закону о наказаны. противодействии коррупции. Я А, думаю, сейчас это главный Я документ. даже думаю, договора я нет. думаю, депутатских полномочий вполне хватает для того, Вполне. чтобы обратиться конкретно с конкретными вещами. хватает. Будете знаете обращаться, чего? Алмаз вот- Северянович, вот- в прокуратуру будете обращаться? Вот я вам хочу сказать, Отвечайте, Саид, ответьте, пожалуйста, что на мой я вопрос. обязательно буду обращаться Вот. в прокуратуру, Да. в которую очень не верю. Ну, Знаете, а- почему не верю? Потому что за 5 лет, что Страшно я на был самом деле депутатом, слышать такие я вам высказывания со скажу, слов почему. депутата парламента Потому Республики что Абхазия. все обвинительные, пожалуйста, Да. все обвинительные документы, которые я, в том числе и парламент, отсылает Генеральная прокуратура, а я вам напомню, хотите, это и дело премьер-министра относительно оружия, это и дело и по паспортизации прошлое, это паспортизации нынешней, Ну, тут мы с новой. вами еще на полтора Огромное часа. количество документов, я вам с экрана эфира говорю, которые мною, депутатами были посланы, уголовных дел в отношении чиновников. Вы видели хотя бы одно дело, которое, я уже не говорю там оправдали, завели дело. Вы видели где-нибудь? Нет, мне сложно говорить, вы депутат вот, парламента, и а вот так на самом будем и деле требовать будем, а, это точно. вы депутат парламента уже Абсолютно будет верный подход, может звучит как пафосно, но если мы не придем к тому, что и не научимся к тому, что в Абхазии закон един для всех, несмотря ни на ранги, несмотря ни на статусы и так далее и тому подобное, то это будет, я считаю, наивысшим благом для нашего общества. Вот тогда мы можем с удовольствием сказать, что мы можем решить практически любую проблему. Если завтра так окажется, Роман Саидович, что у нас кроме нефти, Бог даст там залежи серебра, иных каких-то вещей, которые даст нашему государству развиваться, вот при этом подходе, если мы сможем так сделать, что закон будет един для всех, я думаю, вопросов много и никогда не будет возникать. Там Вот правильно, когда мы 3 чиновников хотя бы за всю жизнь 3 посадим за крупную коррупцию, а не там бабушек, которые нам 50 рублей дают. Вот 3 чиновников посадите, и будет вам доверие в воплощении. Почему, что Скажите, значит пожалуйста. посадите? А вы будете при этом в стороне стоять? Нет, Давайте вы посадим вместе. Нет, вы не поверите, Так, мои документы уважаемые уже там. гости, я Они там я уже хочу просто вам сказать, чиновников что и разрешите двух им. депутатов. мы Пусть администрация президента разрешит им завести дела. Алмаз Администрация Северянович, президента, так и значит, Аслан- прокуратуре не разрешает или прокурору не разрешает заводить какие-то уголовные мы дела. сейчас Ну, это, уважаемые ну, уверен, гости, что мы с именно вами так. на самом давайте, деле Вот обсуждаем. это уже называется, знаете, по-другому. Мне, Это уже игры мне называется. очень Нет, неловко давайте вас пригласите перекрикивать, в отдельный извините, эфир. пожалуйста. Я вот эту позицию буду отдельно отстаивать с аргументами, Аслан с фактами, со всем Алмаз остальным. Хорошо. Северянович, Вот. я на самом деле, извините, я Да, извините. уже в течение минуты, наверное, пытаюсь вам сказать о том, что У мы нас и собрались время здесь по совершенно другому вопросу. То, о чем вы говорите, безусловно, важно и, безусловно, имеет значение, но я хочу в первую очередь выказать уважение нашему телезрителю, который смотрит сейчас нас, для того, чтобы услышать аргументы вот именно по конкретной теме. Времени у нас становится Можно все меньше. Если Адгур Кстати, Амирович, депутат пожалуйста. парламента сидит в тюрьме? Который? Друзья, потом политически Фамилию у вас вы будет не еще знаете? время Меня на еще не выборы сажали. попадаться. Да? Так, Не слышали? уже добрая Заид. традиция сложилась Можно- такая на Айзера приглашать людей снова и снова. Я приглашаю вас Security еще раз, надо, но уже в следующий раз на другую тему. Договорились? Хорошо. А пока вот дадим слово по теме. Вот Адгуру Амировичу.
вот видите, сколько проблем вскрывается сразу, да? Коррупция, недоверие и так далее. Это все то, что во Это всё мы многом обсуждаем это сейчас из Айзера, Вайзера. не только нефти касается, а всех остальных вопросов. И в системе образования везде абсолютно это все, что нас тормозит, это вопросы. Но я немножко, может, ложку дегтя в норвежские и саудовские и иные, значит, мечты вынужден. Потому что, на самом деле, сегодня, если взять топ самых крупнейших компаний мира, это все компании, IT-компании. Ни нефтяные, никакие иные. О чем это говорит? Народ или государство богаты ровно настолько, насколько они могут создавать добавленную стоимость. Вот чем выше добавленная стоимость продуктов, которые они создают, тем они богаче. Это абсолютно очевидно, любой первокурсник вам об этом скажет. Поэтому, если у нас, у нашего народа, у нас с вами не будет способности создавать такого рода товары и услуги, никакая нефть нам не поможет. Спасибо А в этих большое. еще подождите, пару цифр хочу сказать. Вот, По теме. По теме, да, это тоже по теме, кстати, было. Вот, я что хочу вам сказать. У нас есть досужие рассуждения на разные темы. Вот сейчас про коррупцию, там, надо сократить количество чиновников, и тогда у нас будет рай. Ну, денег сэкономим и так далее. Ну, может быть, и сэкономим какие-то суммы. Но это точно не... Вот я просто несколько цифр, чтобы было понимание нашего общества, как, с какими реалиями и что нам надо сделать. Вот у нас пенсионеров в Абхазии 50 тысяч, ну 54, да, тысячи. Учителей школ 3908 человек. Значит, в вузах преподавателей 573 человека. Врачей 745. Это официальная статистика. Средний медперсонал 1538 человек. Я почему сейчас эти цифры назвал? Вот для того, чтобы в Абхазии пенсионеры получали 15 тысяч рублей в месяц пенсию, учителя, врачи, преподаватели 30 тысяч рублей в месяц зарплата, а это не такие большие деньги в наших сегодняшних условиях, при наших ценах. Только на эти цели бюджет Республики Абхазия, только вот если убрать все остальное, должен быть 11,5 миллиардов рублей. Если соотношение наших сегодняшних доли налоговых и социальных платежей к ВВП привести, то ВВП в 2 раза только для того, чтобы финансировать это. Поэтому, естественно, нефть, добыча нефти и все предполагаемые доходы, которые там звучат разные цифры, они существенным образом вот не сделают из нашей страны Норвегию, понятно. Но вот спрашивают часто министра, вот ты за добычу нефти или против добычи нефти? Ну, вот знаете, это странный вопрос, вот в мой адрес, например, потому что министр экономики не может быть против инвестиций, любых причем. Вот вредит нефть нашей экологии, опасна эта нефть наша, это вопрос не Министерства экономики, а экологов. Если инвестиция любая не наносит ущерб экологический, стратегический, вот стратегически, например, вот у нас по вопросу легализации рынка жилья у нас вот одинаковая позиция с Алмазом Северяничем, потому что здесь вот мы, как Министерство экономики, действительно не просто там на уровне какие-то патриотизм, а чисто прагматически считаем, что пока это вот приведет к тому. Поэтому еще, к чему я все это говорю? К вашему вопросу. Даст это резкий толчок экономики? При нынешних условиях, если мы сами не будем меняться, никакие деньги, поверьте мне, триллионы долларов будут, они нам не помогут, потому что, еще раз говорю, мы сами, как общество, должны иметь возможность создавать, то есть генерить. И тогда не будет, может быть, это, допустим, нефть или другой какой-то недра нашей, могут дать возможность какого-то стартового капитала для чего-то, да? Я не говорю конкретно про нефть, там, вода и другое. Но это, уже время это прошло, поймите, в мире так уже не живут. Спасибо большое, уважаемые гости. Хочу вам сообщить о том, что, анонсируя сегодняшний эфир, мы как бы выложили анонс в социальные сети, где у наших граждан была возможность задать интересующие их вопросы. Вот есть ли в Абхазии возможности материальные, профессиональные, чтобы проводить, если не постоянно, то хотя бы периодически независимый
экологический мониторинг за деятельностью нефтедобывающих компаний? Ну, наверное, я попробую ответить на этот вопрос, потому что институт вписан в лицензионное соглашение в РН-шельф Абхазии, которое получило как учреждение, государственное учреждение, которое осуществляет супервайзинг всех работ, связанных с экологическим состоянием лицензионного участка. Это означает то, что институт в обязательном порядке по закону и фактически представители института находятся на всех судах, которые осуществляют работы в акватории. Мало того, все те образцы воды, почвы и других биологических объектов направляются в ведущие исследовательские учреждения Российской Федерации, и там наши специалисты присутствуют для того, чтобы убедиться, что действительно, значит, в соответствии с методиками, которые приняты и прописаны в программе, выполняются. И затем по завершению все отчеты поступают в институт. Если возникают какие-то особые обстоятельства или сомнения, мы, конечно, можем призвать внешних экспертов, которые могут проанализировать ситуацию и дать свое заключение. И я считаю, что та практика, которая существует на сегодняшний день, ведь экологическая безопасность — это не некое, так сказать, алармическое состояние. Ой, все там пропало, все погибло. Всякая экологическая безопасность — это методичные шаги по выполнению особых протоколов. И если выполняются все протоколы, соответственно, начиная с малейшего, начиная с того, как человек, заходя на промплощадку, одевает каску и специальную, значит, одежду, и заканчивая, значит, подготовкой документов, это вот то, что гарантирует обеспечение экологической безопасности. И понятно, что любая хозяйственная деятельность современная, тем более высокотехнологичная, она опасна. И если не выполнять соответствующие протоколы, она никогда не будет безопасной. И поэтому главная задача — создать, во-первых, экспертную среду в процессе этой деятельности из наших специалистов, которые будут отслеживать все эти процессы. И тогда меньше будет вопросов относительно этой безопасности. Спасибо большое, Роман Саидович. Алмаз Северянович, вот я наблюдаю, вы в процессе всей нашей встречи что-то там записываете, делаете пометки. Скажите, пожалуйста, что вы там пишете? Ну, я в ходе разговора замечаю то, что говорят, и я, чтобы не перебивать, значит, оратора, записываю то, что я хотел ответить. Ну, не И всегда потом, получается, будем а честны. потом попытаюсь в один текст все это собрать, вот в конце, если позволите. Вот позволяю, Это у нас, и есть конец? к сожалению, незаметно пролетело вот эфирное время, и я хочу буквально каждому нашему гостю... Ну, тогда можно я буду дать- последним? Можно? Да, давайте. Уважаемые гости, на самом деле, как мы уже неоднократно сказали, тема сложная, тема болезненная и требует на самом деле такого комплексного, очень глубокого и серьезного подхода. Для этого, в принципе, мы здесь в тех силах, которыми обладает, да, телевидение, собрались здесь для того, чтобы, в принципе, поговорить с нашим телезрителем и рассказать, как обстоят дела. И мне бы хотелось услышать короткое заключение каждого из наших гостей. Адгур Амиранович, я бы хотел начать с вас. И вопрос вот ведь заключается в том, как быть в этой ситуации. И вот ваше мнение хотелось бы услышать. Если спросить меня, все очень просто на самом деле, как быть. Надо взять, если есть какие-то проблемы, в рабочем режиме профессионально сесть, там в течение даже 2 недель, 1 месяца можно всю работу сделать. Тем более уже с 2015 года там комиссия работает, наработок более чем достаточно. И у нас есть определенные тоже наработки. Поэтому надо садиться и быстро. Я считаю, что эту работу надо проводить в парламенте. Объясню почему. Потому что там еще вот разговоры, да, по поводу офшоров, зааффилированных лиц и так далее. И лично я не меньше кого-то заинтересован в выявлении этих лиц, если они имеются. Туда нужно пригласить службу государственной безопасности, Генеральную прокуратуру, которой вы не доверяете, Алмаз Северянович, но она у нас так все есть. равно надо обращаться. Да.
И все досконально изучить. Надо разделить, значит, вопросы экологии. Если у нас, Роман Саидович, есть вопросы, давайте позовем. Давайте лучше потратим определенную сумму денег на внешних экспертов. Это, поверьте мне, строится и окупится. Соответственно, по поводу консалтинговой какой-нибудь компании, да, которая вот, ну, опыта в Абхазии же нет таких проектов реализации. Ничего стыдного нет. Более того, у нас уже есть наработки по такого рода специалистам международного уровня. Вот из Франции есть люди, которые готовы подключиться. Опять же, наша там диаспора. То есть давайте быстро все эти вопросы обсуждать. И, кстати, еще один важный момент хотел сказать. Вот мы в переговорном процессе сейчас находимся именно с Роснефтью, с РН Шельф. Я хочу об этой компании сказать несколько вещей. Вот не очень справедливо будет, когда, вы знаете, в общем вот этом негативе компания работает в Абхазии достаточно много лет и уже успешно реализовала проект по вот автозаправочным комплексам. Компания платит налогов более 300 миллионов рублей в год. Они создали более 150 рабочих мест, а оказывают благотворительную помощь. Хочу вам сказать, что в прошлом году именно благодаря дивидендам компании мы сумели восстановить дорогу к мемориалу Владислава Арзема. Я не адвокат этой компании, просто я к чему это говорю? И мы постоянно находимся в диалоге. И они, кстати, представители вот РН Шельф, руководство, они очень адекватные, очень профессиональные, они готовы обсуждать. В том числе, кстати, вот тот договор, соглашение о разделе продукции, которое это иллюзия, господа. Если кто-то считает, что наши коллеги из компании Роснефть против этого, это не так. Они с удовольствием на это пойдут. И если, опять же, ну надо понимать, что вот если взять закон о недрах, соглашение о разделе продукции, это соглашение о чем одно идет? То есть, если убрать все остальное, я имею в виду... Да. Прошу вас поторопиться. Да, сейчас быстро буду говорить. То есть, это тоже возможно, я к чему говорю. То есть, это вот что надо делать? Надо садиться и работать, и быстро, времени нет. Как Алхас Александрович сказал, пока мы будем здесь на эфире разговаривать, пойдет какой-то процесс, а потом в обществе негатив, кто-то что-то не так сделает, нам эти проблемы здесь не нужны. Спасибо большое. Алмаз Северянович, пожалуйста, ваше мнение. Я бы хотел... Нет, закончим на моем мнении. Конечно, хорошо. Относительно тех пометок, которые я тут делал, чем, мне кажется, нужно закончить? Ну, во-первых, в нашем государстве все основные проблемы, мне кажется, это практически от полного отсутствия системы ответственности. И каждая власть, которая приходит, обещает нам там горы ответственности, сейчас будут виновны, наказаны, порядок, закон. А уровень ответственности все ниже и ниже. И самая большая проблема – это уровень ответственности самой власти. Потому что если можно на улице велосипед украсть и сесть лет на 5 в тюрьму. Можно внутри власти миллиард украсть или 1,5 миллиарда, у нас есть случаи. Можно на шикарном автомобиле еще потом домой уехать, тебе его государственный домой дадут. И объем ответственности в процессе принятия решений чиновников – вот самый главный вопрос. Аслан говорит, что здесь, значит, пример саудитов у нас есть. Абсолютно уверен, что никакой пример саудитов нам не применим, потому что саудиты за мелкую кражу могут отрубить руку. И голову тоже. И голову в том числе. А у нас можно, я только что приводил пример, сколько всего можно сделать, и еще быть почетным гражданином на этой страны. Алмаз Северянович, а вы вот привилегиями депутата парламента пользуетесь? Вот в каких-то... Я не богатый человек. Нет, я не говорю о богатстве. Мы говорим о том, что вот, допустим... Вот вы не поняли, про что я говорил? Ездить на дорогом автомобиле, у меня недорогой автомобиль, но на дорогом служебном автомобиле, это я не про это. Я имею в виду, вот я про то, что уходя с работы... получаете справки, нет, можете нарушить правила дорожного движения, проехать. Никогда. Я вот это хотел сказать. Никогда. Говорит к тому, что вот, когда Алмаз Иванович говорит, что надо посадить 3 чиновников, надо еще посадить 2 депутатов. 100%, в том числе. Если вина их есть. Если вина... Ну ладно, депутаты пострадавшие есть, министров нет. Депутаты пострадавшие есть, министров нет. Значит, если позволите, господа, вы мне дали возможность сказать. Вот я, Алхас, хочу сказать, и вот особенно тебе, Саиду и коллеги, друзья мои, что это тот самый случай, мы весь вечер обсуждаем ситуацию, когда, знаете, это позиция за нефть или против нефти. И, значит, вот если нефть будет, вы там Норвегия, Швейцария, там, не знаю, Саудовская Аравия, а если ее не будет, то какой-то плохой пример.
А мне кажется, Чего это вы тот, это самое сейчас это тот самый случай, когда вас будет позиция, если позволите, когда позиция тех, кто за нефть, и тех, кто против, она должна быть единой. Потому что даже при добыче нефти это абсолютно грабительский договор. Я говорю про компанию Upstream. Это абсолютно грабительский договор, где 0 литров от добытой нефти принадлежит Республике Абхазия, где нам в самом лучшем, невероятном случае, где я в это не верю, абсолютно, я скажу, почему еще не верю. Для того, чтобы, Давид, называть какие-то цифры, надо для начала иметь паспорт скважины с дебетом обозначенным. Даже вот в вашем варианте, супер шикарном варианте 6 миллиардов рублей, мы живем в государстве, внутри которого 10 миллиардов режим нашего вот такого нищенского существования, из которых 6 или 7 кладут российские власти. 2 наших. В самом лучшем вашей, 5, сказал ну, Адгур 5, вашей Амирович. интерпретации, значит, вещи, мы даже не достигнем своего минимума вот, потребления. О каких сказках мы говорим за счет этой нефти? Правильно. Я вам еще скажу, во всех этих странах, про которые мы более-менее удачно говорим, там не менее 75-80% от всей прибыли в виде налога, в виде долей попадают в государство. Вы нам предлагаете 15%, в лучшем случае 20% в виде прибыли. Все, о чем вы говорите, очень много мнений. Вот, я хочу вот этот момент подчеркнуть особо. Люди говорят, у нас будет доля там 25%, В случае с 30%. Норвегией 100%. Во-первых, речь не идет ни о какой доле. 0 наша доля нашего государства. Население, Вот так народа, подписаны договора. Это форменный грабеж с позволения властей. А отношение, значит, 15-25, там 25-25, никакого 25 там не существует. Существует цифра от 15 до 25. Кабинет министра установит окончательную. И будет он зависеть не от их прибыли, а от количества добытого тоннажа. И хочу вам сказать, что я вообще для себя абсолютно уверен, что вот эта компания, Upstream, рога и копыта так называемые, вот они будут, знаете, что делать? Мы же знаем, в каком государстве мы живем. Они будут 10 тонн мы добыли, будут говорить, 1000 добыли, 10 добыли, снести, заплатим налоги. И вот такой, вот что нас ждет. Господа, в результате реализации этого договора, неважно, вы за нефть, вы против нефти, нас вот ожидает продолжение нищенского существования и ничто другое. И последнее. Почему это происходит, Алхаз, прямо сейчас? Я вам скажу почему. Вот все время, кто говорит к выборам вы говорите, а я вам тоже хочу сказать к выборам. Потому что если эти компании, чертовы аферисты, которые собираются добывать нефть, которых найти мы их не можем, если они не успеют до выборов президента, они очень боятся, что в этом случае любые адекватные власти, которые могут прийти к руководству, они банально вот эти договора разорвут. За неисполнение, за вот коррумпированность, да, кучу всего, чего хотите. Я, вот любое адекватное руководство следующее, буду так же, где я вчера, в 2014 году, думаю, что оно адекватное руководство, ходил туда с просьбой разорвать Вы такие об этом договоры. уже говорили. Я и завтра буду У это нас делать. еще Спасибо. Вам большое спасибо за вашу позицию. Давид Акопович, вам слово, пожалуйста. Алхасу. Обязательно. Мы скажем, дадим возможность всем. Давид Акопович. На самом деле, вот мы, в принципе, с вами обсуждали, да, какие-то моменты, были какие-то мысли. Ну вот как так получается? И вот как быть? Вот Адгур Амирович выразил свою позицию. Скажите, пожалуйста, вот как нас уберечь от какой-то там, от каких-то негативных последствий? Как вообще решать этот вопрос, по вашему мнению? Ну, я прежде всего дам небольшие пояснения по поводу того, что говорил Алмаз. Дело в том, что те суммы, которые назывались, они основаны на оценке запасов месторождений РН-шельф. 2 миллиона тонн, ну там 2 миллиона тонн в год. А мы же У про них- Upstream говорим. А я не говорил. Дело в том, что когда я называл цифру в интервью 6 миллиардов, я называл общий объем добычи, но базировался в своих оценках на тех прогнозных оценках запасов месторождения на Гудаутском участке, которые представила сама компания РН-Шельф. И Можно, ежегодный я очень проект... извиняюсь, Да, я конечно, очень извиняюсь конечно. перед вами. Вы как экономист, как гражданин этой страны, за те 6 миллиардов, вы просто как сами скажите, за 6 миллиардов рублей, которые нам сулит эти прибыли, это мы Норвегией станем? Нет. Так об этом говорил Наша Адгур. жизнь хоть на грамм улучшится? Улучшится, Да? безусловно. Если мы в 2 раза увеличим... Мы в долг живем на 6 миллиардов.
Ну, Мы не это, живем в долг на 6 миллиардов. Я бы не хотел другие аспекты обсуждать. Я говорю о Ну, том, что любые есть деньги вот- это плюс. Ну, это Любые бесспорно, деньги, хоть 6 бесспорно. миллиардов, хоть Дело в том, что 6 допол- миллионов. добавить, бесспорно. То есть увеличить чего наш это бюджет. стоит? какой ценой? Да. Если Надо можно, слушать, какой коллеги, ценой. Да. пожалуйста. Давид Акопов. Я основывался на прогнозах проектной мощности ежегодной месторождения, которое выделено на основе лицензии компании RN Shelf, и говорил о минимальной ставке в законе. Даже то месторождение, которое предоставлено компанией Upsney Oil, я там не учитывал. Это минимальная сумма только налога на добычу полезных ископаемых при минимальной ставке 15%. Если у вас есть сомнения по поводу того, что, допустим, для Upsney Oil будет установлена ниже ставка, можно в законодательство, в закон о недрах, это, слава богу, находится в компетенции парламента, внести изменения, где прописать на шельфе, ввиду того, что там действительно себестоимость гораздо выше, ставка 10-15%, 20%, не знаю, на суше 25-30%. Это нам сейчас 25, ничто не мешает сделать. 55-60, я думаю. Это на усмотрение парламента. Если я готов, если будет необходимость в том, чтобы учесть мнение людей или просто за какой-то помощью обратиться, да, тех, которые каким-то образом там в этой ситуации в свое время пытались разобраться, конечно, не так досконально, как вы, но тем не менее. Я, пожалуйста, всегда готов поучаствовать в этой работе, не вижу для себя никаких препятствий. У нас, по-моему, общее дело. У нас с вами общее да? дело. А почему нет? Мы хотим Страна, благо да, для да. своей страны. Я это так вижу. Нет, я вижу, немножко что я тоже. я иронизирую, потому что я должен про это сказать, я обещал про это сказать. Готовясь к этому эфиру, значит, порядка 4-5 дней мы обсуждали вопрос участия гостей. И мы с Алхасом просили паритета сторон, где 3 человека сторонников этих договоров, где 3 противника, где я не могу, я уже еще раз подчеркиваю, не могу лично сейчас говорить, как сторонников, ну, как бы представителей власти, которые имели отношение к подписанию этих договоров. 4 дня подряд единственную организацию в этой стране, которая подняла, ну не единственную, наверное, неправильно так говорить, но организацию, которая Сейчас еще много добавится. активно внесла в это общество, это общественное движение «Общее дело», ее руководители там Тенгиз Джопа и Активно Владимир вы имеете в Алексеевич виду Смыр. заявление в социальных сетях? Не только, нет. Хочу уточнить, Нет, вы нет, это не задаете заявление вопрос в социальных телевидению. сетях, Я это хочу- заявление депутатов фракции этой организации, это и пресс-конференции несколько. там, Депутатов, то есть, были заявления? Нет, пресс-конференции самих руководителей организации, где они выложили основное количество этих документов, показали прессе. Это и заявление в отношении, и там вот И наши ряд ответы. действий. То есть мы просили несколько дней к ряду, 4-5 дней, чтобы представитель один из руководителей организации мог присутствовать в эфире, где Разве, если я не ошибаюсь, конкретно шла речь о конкретном человеке, конкретном а не человеке, об одном из руководителей? зампредседателя организации а вы говорите об одном из Тенгиза руководителей. Джопа, Да. где этот человек в том числе... Саид, Саид, Я хочу два- позволить если себе позволите. ответить на этот Вот вопрос, если можно. часто слышно вот такие вот упреки в адрес абхазского телевидения. Вот, например, никаких проблем Так вот лично вы для не себя будете не вижу, если здесь присутствовала бы вся эта организация. позвольте, которая- я Надо было отвечу, приглашать. если- Я Нет. вот с вами не спорю, Да. у нас же не с вами Алмаз спор. Северянович. Был 4 дня спор. с Надо руководством приглашать, телевидения, слушайте, пускай который люди... категорически вплоть до последнего Мы момента. вы потом- имеем Вот свою как хотите, позицию, только не которую, Тенгиз если Джопа. вы позволите, Только я не общее выскажу. дело, только не Тенгиз Вопрос Джопа. первый. Скажите, пожалуйста, Алмаз Северянович, считаете ли вы, что ваша позиция или позиция тех, кто против, была высказана не в полной мере? Нет, я так не считаю. И следующий вопрос. На самом деле программа Айзера, она создана не сегодня. Есть какие-то общие правила. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, кого бы мы должны были заменить и пригласить? У нас есть правила Геологов рекламы. надо пригласить Нет, еще. 6 человек, мы я не- заполнены, я понимаете, не так есть вижу свои ситуацию. условия. Я Нет, не я так вам вижу говорю, ситуацию. у нас есть другие форматы на Можно? телевидении, которые могут себе Мы не будем позволить. спорить, Можно- я просто... Не, я не Можно? спорю, это Мы не будем спорить, вопрос у нас телевидению, была мне острая кажется, полемика важно. до того с руководством телевидения, вот там, я не знаю, уже несколько дней. Я просто обещал, что я об этом скажу обязательно в эфире. Я тоже со Потому своей что стороны посчитал полграмма, нужным вам вот сказать как о том, хотите, что... только не общее дело в эфире. Как хотите, не пускайте Тенгиза Давайте Джопа. не будем уходить Хорошо. от Выбрано темы. У нас название. есть еще люди, которые должны высказаться. Роман Саидович, пожалуйста, возвращаясь к теме добычи нефти, скажите, пожалуйста, вот у вас есть позиция, что прежде чем об этом говорить, о добыче нефти, нужно разобраться, есть ли это нефть. Пожалуйста, вот прокомментируйте. Я буду очень краток. Это действительно Спасибо. для меня вопрос добычи нефти
и как специалиста, руководителя экологического института, и как человека сегодня в ближайшей перспективе не стоит. Спасибо. Потому что для того, чтобы добраться до этого, по морскому проекту нужно не менее 15 лет, а по сухопутному 4-5 лет как минимум. И при этом потратить огромное количество средств. Но при этом я за то, чтобы этот процесс шел. Почему? Потому что мы получаем совершенно бесценную информацию о собственной земле. И эта информация нам будет нужна, потому что мир стремительно меняется. И он меняется так быстро, что сельское хозяйство может обесцениться в одночасье. Вы прекрасно видите, что с изменением климата, инвазивными видами, каковы проблемы возникают в сельском хозяйстве. Курорты и туризм – это такая тонкая ткань, которая может в одночасье измениться при региональном конфликте, который может произойти по соседству. Поэтому наш народ, если он сегодня это делает, завтра, вот, например, молодежь говорит, мы не хотим в ближайшие 20 лет добычи нефти. Для того, чтобы они потом через 20 лет могли что-то добывать, они должны сегодня иметь эту информацию, что будут делать они завтра. Поэтому мое мнение такое, надо знать, чем мы владеем для того, чтобы принимать решения. Спасибо большое, Алхас Александрович. Вот вы реагировали на высказывание Романа Саидовича. Пожалуйста, то есть вы улыбались. Скажите, пожалуйста, с чем это связано? Я должен сказать, что это можно, знаете, по этому спичу как бы написать такую короткую памятку нефтяного лоббиста. То есть как лоббировать интересы нефтяных компаний. К сожалению, Роман Саидович, в обществе складывается мнение, у меня лично складывается такое мнение, что происходит какая-то подмена понятий. Понимаете, вы убеждаете уже не первый год людей в том, что вот мы должны добывать нефть, и туризм у нас не туризм, сельское хозяйство не сельское хозяйство. Мир вообще идет в другом направлении. То, о чем говорил Адгур, кстати говоря, я с ним полностью согласен. Экономика знаний, современные технологии, IT-технологии и так далее. Вот что как бы в тренде, понимаете. А мы обсуждаем, что, оказывается, мы сейчас должны на грабительских условиях заключать соглашения. Я здесь опять же разделю, понимаете, с одной стороны, то, о чем говорит Роман Саидович, мы тоже как бы следим за этим процессом. Мы понимаем, что Роснефть — это немножко другая история. Там нужно доработать процесс. Там есть реальная компания, понимаете, там есть, мы как бы должны отдавать должное и понимать, что там есть какой-то процесс, который действительно, вот можно назвать его солидным, серьезным. Можно сказать, что там есть серьезные недоработки, но их можно и нужно решать. Например, что касается, форс-мажорных обстоятельств. Понимаете, когда Роману Саидовичу там в Общественной палате Лиана Кварчели задает вопрос, а как мы будем решать, Роман Саидович не находит, что сказать. Хотя долго думает об этом и нас убеждает, что это нужно обязательно сделать кровь из носа. Понимаете, а эти вещи, они базовые. Страховую компанию, например, которая будет страховать риски. Я говорю сейчас о том, о чем говорил уважаемый Адгур, да, это базовые вещи. То, как живет сегодня мир, соглашение о разделе продукции, понимаете, сегодня это уже базовые такие основные вещи, без которых уже ни одно соглашение в мире не заключается, понимаете. А мы говорим о том, что с нами обсуждали второе соглашение Апснеойл, это, знаете, это бусы, которые приносят папуасам и говорят: папуас, возьми эти бусы никчемные, да, и отдай нам вот все, понимаете. И эти риски, о которых мы говорим, эти риски, да, о чем мы вспоминали. Слушайте, какую Норвегию мы вспоминаем? Норвежцы при всем том, о чем здесь говорилось, касочку вовремя одеть, касочку вовремя снять, при всем при этом у них случались сложности, понимаете, у них была трагедия реальная, понимаете, и много людей погибло, при том, что это 100% национальная компания. Мы должны понимать. А то, что мы имеем в случае с Акумским месторождением в Восточной Абхазии, это 100% не абхазская компания, это 100% афера. Понимаете? И поэтому, исходя из всего этого, мы должны, я считаю, сделать так. Мы должны все усилия направить на то, что вот это соглашение, его отменить. Понимаете? Люди не будут молчать. Люди сегодня возмущены. Их мнение не учли. Их мнение не учли. Что касается Роснефти, давайте работать. Вот то, о чем говорили. А что касается Апснеойл, извините, этой афере не быть. Все. Люди пойдут и встанут.
Где эти месторождения? Я вам серьезно говорю, просто чтобы, Хорошо, но чтобы Алхас, люди во власти Алхас понимали, Анатольевич, что мы уже будет повторяем происходить. эту мысль, а Да, мы вышли нет, вообще за рамки. Эту мысль не повторяем. Мысль заключается в следующем, что одними разговорами должно быть действие. Если мы хотим реального результата, давайте сразу быстро политическое решение. Политическое решение, закрыли тему, приостановили, все, завтра буквально. Это можно сделать очень быстро, то, о чем Адгур говорил. Но если будут проволочки, опять будет волокита и бла-бла-бла-бла-бла, люди в это не верят. Люди верят делам. А словам уже, особенно словам, извините, наших политиков, уже не верит никто. Извините. Спасибо большое. Спасибо. Вам слово, Да Аслан нет проблем, Чачубеевич. да, Пожалуйста. И Я постараюсь очень коротко. я вас очень об этом прошу. Да, я постараюсь очень почти коротко. 2 Я часа благодарен всем участникам сегодняшнего разговора. С кем-то можно соглашаться, с каким-то мнением можно соглашаться, с каким-то нет, но я скажу так, что без различных людей относительно к такому глобальному вопросу, чувствительному каждому гражданину Республики Абхазия, безразличных людей нет, и слава Богу. И закончить хочу небольшим таким афоризмом. На хорошем фундаменте можно выстроить плохой дом. А вот на плохом фундаменте никогда хороший дом не построишь. Вот исходя из этого тезиса, наверное, нам всем, политикам, депутат парламента тоже политик, общественный деятель тоже политик, чиновник тоже политик. Вот прежде всего нам, людям, которые сегодня больше в теме, действовать надо по совести, по закону и по чести. И понимать, что завтрашний день наших детей, наше будущее, как раз основы сегодня закладываются. И чем чище, чем лучше, тем будет хорошо потом будущим поколениям. Большое спасибо, уважаемые гости. Я искренне верю в то, что площадка Айзера, абхазского телевидения, стала той самой, где были озвучены все мнения. Как я говорил выше, тема сложная, тема болезненная, и она требует еще не одной встречи. И не только с этим составом гостей. Уважаемые телезрители, большое спасибо, что были с нами. Уважаемые гости, большое спасибо за то, что пришли и честно, откровенно с нами говорили. С вами была программа Айзера. До встречи в прямом эфире.